Сегодня то время, когда вам нужно подготовиться к чему-то действительно особенному, божественному опыту сегодня вечером. Перед вами произойдет нечто удивительное и невероятное, способное в корне изменить направление вашей жизни. Это твой день, когда вся твоя жизнь полна благословений небесных. Будьте готовы получить то, что Бог приготовил специально для вас сегодня вечером. В ближайшие несколько мгновений в вашей жизни начнут появляться знаки, поэтому вам очень важно внимательно следить за каждым произнесенным словом. Не стоит недооценивать важность того, что должно произойти, ведь это будет что-то действительно крутое и захватывающее, уникальный опыт, которого вы больше нигде не найдете. Когда вы услышите слова, обращенные к себе, сразу скажите: «Я хочу этого благословения, мои возлюбленные братья». Сегодня необычный день, это день, полный обещаний, надежд и божественных благословений, которые раскроются в вашей жизни. С какими бы трудностями вы не столкнулись до сих пор, это поворотный момент, когда Бог готов сделать невозможное реальностью. Относитесь к каждой проблеме как к возможности расти и учиться, зная, что вы не одиноки на этом пути. Именно Бог направляет ваши шаги и укрепляет ваше сердце среди жизненных бурь. Помните, наш Бог – это Бог изобилия и процветания, который хочет, чтобы мы жили полноценно во всех аспектах нашей жизни. Он заботится о нас с бесконечной любовью, принося нам физическое, эмоциональное, духовное и финансовое процветание. Получите это благословение и откройте для себя секрет истинного Божьего процветания. Мой дорогой сын или дочь, моя дорогая, я посылаю тебе это сообщение, будь ты моя дочь или мой сын, я приглашаю тебя прийти ко мне. Давай, закрой глаза и подними руки, жди моего ответа. День за днем проявляйте свою силу, красоту, а главное стойкость своей веры и не грустите. Поэтому я хочу наполнить твое сердце своей любовью, исцелить все старые болезни и сделать так, чтобы ты всегда чувствовала, насколько ты мне дорога. Надеюсь, ты спишь счастливым и просыпаешься с уверенностью, что каждый новый день превзойдет предыдущий. Где бы вы ни находились, почувствуйте мои объятия, мою руку, которая благословит ваш разум и направит ваш путь. Если ты останешься сильным и придешь ко мне, я обещаю тебе чудесные подарки и чудесные сюрпризы. Не нужно говорить, просто закрой глаза и почувствуй любовь, которую я посылаю тебе. Примите эти утешительные слова и позвольте этим эмоциям наполнить ваше сердце. Я желаю вам счастья и мира от всего сердца и готов положить конец трудностям вашей семьи и подарить вам изобилие времен. Я понимаю, что иногда чувствуешь себя ничтожным перед людьми, у которых много имущества. Однако помните, что у вас есть большие благословения. Ваше познание меня и послушание мне, ваша уникальная связь с духовным миром, которую мало кто понимает. Я всегда с тобой, ты всегда готов меня выслушать. Я открываю для вас двери, закрытые для других, помогая вам сделать лучший выбор. Не завидуйте тому, что есть у других, и не следуйте неверным путем, стремясь к чему-то, что кажется привлекательным, но ведет к разрушению. Будьте сильными, потому что вам не нужно доказывать свою ценность. Мои глаза обращены на вас, потому что вы знакомы с моим учением. Это ваш дом, где вас встретят с непревзойденной любовью и заботой. Моя любовь к тебе бесконечна, и я здесь, чтобы решить все твои проблемы.
Иногда ты чувствуешь мою любовь издалека или сомневаешься в ней. Знай, что в твоем сердце всегда свет и стремление вернуться туда, где тебя любят и ждут. Не думай, подойди ближе. Я понимаю ваше замешательство и неуверенность, хотя вы и разочарованы. Помните, я всегда рядом с вами, готов дать ответы и помочь. Теперь ты понимаешь, что тебя очень любят. Это место – ваше убежище, где вы можете обрести безопасность и покой. Сегодня вечером тебе приснится, что ты смотришь мне в глаза, идя босиком по красивой воде у реки с прозрачной водой. Это заберет вашу печаль, гнев и ненависть. Проснувшись, вы почувствуете себя отдохнувшим, полным новой энергии. Это подарок тем, кто решил снова поверить, признать свои неудачи и заново открыть свою веру. Не ищите утешения где-то еще, ибо мои слова – жизнь и милость. Откройтесь им, и вы наполнитесь моим Святым Духом. Пояснение: вера – это не просто вера, а доверие Божьему выбору времени. Я буду опорой и благодатью в твоей жизни и дам тебе искренний ответ на тоску твоего сердца. Выразите свою веру в меня, скажите это словами, подумайте, запишите это всей своей верой. Сегодня я истинный свет, освещающий ваш путь, рассеивающий тени, беспокоящий ваше сердце, дом и семью. Важно, чтобы вы смиренно приняли мои слова и искали меня каждый день. Слушая их, позвольте им войти в вашу душу, берегите их, не отталкивайте и не отвергайте их. Положите Библию рядом с кроватью, будьте готовы слушать меня каждое утро, принимайте ее с верой и желанием, принимайте обещания, которыми я делюсь с вами. Они дадут вам. У них будет сила и способность пережить безнадежные дни. Если мои слова покажутся расплывчатыми, для меня это знак скорого приезда, и я выражу к тебе свою глубокую любовь. Таким образом, вы будете с большим энтузиазмом решать свои повседневные задачи. Не позволяйте тревоге взять над вами верх и не позволяйте эмоциям доминировать над вами. Не начинайте день со страха. Укрепляйте свои отношения со мной, доверяйте мне во всех ситуациях. Не проживайте еще один день в боли, решите отдать мне все свои заботы, и я облегчу их. Держите глаза открытыми и с оптимизмом смотрите в ближайшие месяцы. Доверьтесь мне, потому что я принесу Божью силу и безопасность в ваш дом. Пусть финансовый стресс и беспокойство исчезнут, и наступит мир и спокойствие. Пусть любовь смягчит любую резкость в словах. Таким образом исчезнут любые семейные конфликты, открыв путь к пониманию и прощению. Я твоя форма, твой проводник, твоя истина, твоя жизнь. Пусть весь этот год вы и ваша семья будете под моей божественной защитой. Твоя обитель свободна от зла, сила моей крови очистила тебя от прошлых грехов и рабства. Никакая злая сила, магия или волшебство не смогут причинить вам вреда. Не принимайте безосновательных проклятий, которые вы приняли близко к сердцу. Для меня вы в безопасности и защищены, как и вся ваша семья. Это мое обещание. Не слушай тех, кто меня не любит и не доверяет. Погрузитесь в этот мощный поток любви, свободы и невероятной трансформации. Пусть Божий свет сияет в вашем доме и вашей семье. Верь и верь, потому что тебя ждет что-то удивительное. Вспомни времена, когда я спасал тебя от многих опасностей, чудеса, показавшие мою силу. Эти примеры написаны с верой,
и вы станете свидетелем моей работы в своей жизни. Сегодня я хочу сказать вам кое-что важное. Слушайте внимательно, не отворачивайтесь и не игнорируйте эти слова, потому что они для вашего же блага. Моя любовь к тебе постоянна. Я намерен окружить вас заботой и Божьим утешением, чтобы в трудные времена вы чувствовали себя в безопасности, чувствовали руководство, поддержку и глубокую любовь на своем пути внутреннего исцеления. Помните действия, которые я решил предпринять. Для меня нет ничего невозможного. И в это важное время, когда ты подходишь ко мне, ты видишь возраст моих слов и начинаешь верить, будет, а оно не подведет. Однако есть одна вещь, которую необходимо исправить, и я указываю на это не для того, чтобы заставить вас чувствовать себя виноватым или обескуражить вас, а для того, чтобы приблизить вас ко мне. Если вы слушаете и повинуетесь, ваши благословения умножатся. Примите эти слова, которые я предлагаю вам. Если вы хотите, чтобы двери и окна рая открылись для вас и соединили вас с божественным и сверхъестественным миром, и если вы жаждете этой перемены, вы должны очистить свое сердце от жалоб и негатива. Я очень ценю вашу веру, но не позволяйте горечи жалоб ослабить вашу истинную веру, избегайте выражения негативных мыслей, эмоций или циничного отношения, которые могут неожиданным образом подорвать вашу уверенность в себе. Оставляйте жалобы за пределами вашего языка, избегайте дружбы, которая порождает сплетни, сомнения и ненависть. Окружите себя мудрыми и оптимистичными людьми, решите сегодня, поверите ли вы мне или отвергнете позитивные изменения и благословения, произошедшие на этом пути. Если вы отложите свои жалобы, примите свою веру, не сдадитесь и избежите негатива, произойдут прекрасные вещи, процветание, изобилие, свобода, исцеление, мир для вашей семьи, радость для вашей души, счастливое удовлетворенное сердце. Каждая слеза – это тихая молитва. Услышьте благодать Небесного Отца в сердцах тех, кто решил поверить в меня. Моя любовь к тебе, дитя мое, не имеет конца. Держи меня крепче, поделись своими сомнениями и тревогами и перестань сражаться в одиночку. Позвольте мне благословить вас и показать вам мою безграничную любовь. Поверьте мне, ваша внутренняя красота удивительна. Я ценю ваше терпение, и я чувствую себя счастливым, когда ты открываешься мне и обретаешь покой. Я восхищаюсь твоим нежным сердцем, наполненным радостью, когда ты общаешься со мной, позволяя мне облегчить твою боль и дискомфорт. Надеюсь, что, выслушав мои слова, вы почувствуете, что вы любимы, не обременены житейскими проблемами. Тебя ценят, сегодня ты почувствуешь мою любовь со всех сторон. Растрогай свое сердце этими вдохновляющими словами. Если кто-то внесет раздор в твою жизнь, моя любовь будет окружать тебя. Когда придет печаль, мои утешительные объятия заберут боль и сделают тебя счастливым. Ваши друзья и семья заметят ваши изменения, ваши противники отступят перед вашей непоколебимой решимостью. Обеспечив свою безопасность, вы и ваши близкие получите небесную защиту, примите это близко к сердцу. Моя любовь к тебе истинна и реальна, за пределами всякого понимания. Эта любовь дает вам жизнь и является величайшим благословением, которое вы когда-либо получали. Я доверяю вашу жизнь в свои руки и ценю ваш ежедневный жест благодарности. Ваша вера образцова, даже когда другие сомневаются в ней. Ты знаешь, что я настоящий и забочусь о тебе. С этой верой вы узнаете свои отношения со мной и встретите свой день с радостью.
Я глубоко тронут вашим искренним сердцем, ты хороший и достойный. Здесь я признаю, что ты не идеален, но вижу твое истинное сожаление. Я создаю для вас счастливую жизнь, в которой моя небесная мудрость направляет ваши решения и защищает ваш покой. На вас больше не будут влиять негативные воздействия, вы не можете преодолеть трудности. Чем больше ты ищешь меня сегодня, тем сильнее ты станешь. Ваше решение отобразит радость на вашем лице. Ваше отношение благодарности открывает двери и освобождает вас от рабства, и я благословляю вас обильно. Встаньте и начните сегодня, ибо я с вами. Вы встретите хороших людей, которые поддержат ваш духовный рост. В вашем доме воцарится гармония, пишите уверенно. Существование Бога – основа моего существования, однако держитесь подальше от тех, кто пытается ввести вас в заблуждение, и от тех, кто сеет неуверенность и раздор. По сути, это тот факт, что у вас все еще есть вера. Некоторые из членов его семьи не полностью приняли его, не отдали мне свое сердце. Я хочу использовать тебя как средство, чтобы показать свою любовь и передать послание надежды. Я дам тебе силы и мужество, и с любовью оберегу твою семью. Всегда признавайте свою зависимость от меня, ищите моего присутствия. Войдя в мое слово и мой Святой Дух, когда мир кажется непреодолимым, помните, что для вас и вашей семьи всегда есть надежда, мое верное обещание любви, руководства и многих благословений. Приветствую мою любовь и привязанность. Скажи мне, с радостью и верой ты принимаешь эту мою необыкновенную милость. Я устраню препятствия, стоящие на вашем пути, и я уничтожу препятствия, омрачающие ваше будущее. Я освобожу тебя от оков, которые ранили твои руки, и освобожу тебя от боли, которая слишком долго отягощала твою душу. Силы противника противостоят его путешествию, толкая его к центру бури и увлекая в пучину отчаяния. Сегодня я приношу вам освобождение. Я вдыхаю свое божественное дыхание в бурю зла. Облака страха и беспокойства исчезли. Слова, которые я говорю, дадут вам жизнь и силу инициировать настоящие чудеса в вашей жизни. Перемены, которых вы ждали, перемены, о которых вы молились, скоро произойдут. Но помните это предупреждение, время вас не ждет. Не злоупотребляйте данной вам благодатью и милосердием. Напитайте свою душу возвышающими словами и позвольте сердцу насладиться божественной сладостью. Сосредоточьтесь на советах, которые вы получили в этом году, и примите меры, чтобы применять ценные уроки, полученные каждое утро, когда вы просыпаетесь. Обратите на меня внимание и слушайте своими духовными ушами. Если ты не найдешь меня, ищи меня. Я так же близок, как твоя вера, так же близок, как твоя молитва. Я готов исполнить самые заветные желания, чтобы в этом году вы смогли ощутить необыкновенное волшебство. Прислушайтесь к моему руководству, отдайте мне свое сердце, действуйте честно, доверьтесь мне и прислушайтесь к моему голосу. Я думаю, что в ближайшем будущем произойдут серьезные изменения. Мои обещания тебе будут выполнены. Ты освободишься от долгов, найдешь работу, увеличишь свою власть. Вам предстоит выполнить поставленную перед нами задачу без жалоб и колебаний. Знайте, что ваши усилия приносят благословение. Ваша вера – это ключ к открытию двери. Валун, преграждавший им путь, исчез.
Не бойтесь, не отступайте, продолжайте двигаться вперед. Мое присутствие будет сопровождать вас, наполнять и направлять вас. Побудь со мной какое-то время, не бросай меня и не игнорируй в спешке. Не спеши. Остаться здесь на минутку. Не нужно ничего говорить, просто молчи. Хоть твои губы и молчат, я слышу, что говорит твое сердце. Я понимаю, почему ты пришел ко мне. Мне действительно согревает сердце осознание того, что ты отбросил свои заботы и доверился мне, и ты можешь положиться на меня. Я тронут тем, как ты показываешь свою любовь, даже со слезами и небольшими предложениями. Ты дал мне самое дорогое, свое сердце. Освободите на мгновение свой внутренний груз, сделайте глубокий вдох и почувствуйте божественный мир, который вас окружает. Этот мир залечивает раны, облегчает боль, восстанавливает здоровье и счастье и искореняет печаль и отчаяние. Я дал жизнь ее дню рождения, он был запланирован с самого начала. Вот насколько это важно для меня. Слушай меня внимательно, у меня есть для тебя план, и он сработает. Временами вы можете чувствовать себя совершенно одиноким, сталкиваясь с отвержением, страданиями и ощущением, что вас никто не понимает. Я тоже пойду, я понимаю. Вот почему я пришел принести вам святой ветер моего Святого Духа, свет моей славы. Записывайте каждое испытание как возможность встретиться и укрепить свою веру. Оставьте это немного дольше, удлините свой день. Я хочу наполнить твое сердце этим небесным обещанием, этим невероятным божественным чувством, этим святым мужеством, этой божественной силой, которая придаст тебе смелости и поднимет тебя, если ты решишь довериться мне и отдать мне свое сердце. Сегодня вы можете войти в мою дверь благодати, всегда открытую, чтобы проводить со мной время каждый день. Но будьте готовы, потому что я сниму с вас многие бремена, даже облегчу тяжелое бремя, страхи, тревоги, скрытые страхи и пагубные мысли. Все эти чувства, которые вас мучают и тяготят, исчезнут, и останется только моя любовь, мой мир, мое милосердие, мой мир, мое божественное присутствие, мой Святой Дух и многие другие благословения. Я буду ждать тебя. Я буду здесь завтра, готовый приветствовать вас. Мне это и вправду нравится. В вашей жизни приближается время изобилия. Скоро наступит время, когда плоды ваших усилий, пролитые слезы и молитвы, прошептанные на ваших коленях, наконец-то будут пожаты. Это год обильного урожая, цените дарованные мной благословения и извлекайте из них максимум пользы. Осознайте, что вы по-настоящему счастливы в жизни, поймите, что ваше положение более благоприятно, чем у многих людей, которые настроены против вас. Самым большим благословением для вас является сама жизнь. Я предлагаю вам возможность каждый день приближаться ко мне, понимать меня глубже, получать и обогащаться моими учениями. Важно осознавать, что через эту жизнь я гарантирую вам радость прощения и бесценный дар спасения. У вас есть дар жизни, который позволяет вам следовать моим заповедям, слушать мои указания и избегать любого проклятия или опасности, которые лишают вас вашей радости или нарушают ваш покой. Что? Жить, дышать, любить, принимать, плакать и чувствовать – это большое счастье, ведь слезы льются не только от печали, но и от радости. Даже когда вам грустно, слезы –
текущие по вашему лицу, напоминают вам, что вы все еще живы и что, когда у вас есть жизнь, вы можете прийти ко мне, победить и оставить позади то, что причиняет вам боль. Приходи ко мне каждый день, и я буду ждать тебя здесь. Поделись со мной своими слезами, и я поделюсь твоей грустью, потому что я так сильно тебя люблю, и мне больно видеть тебя такой грустной. Хоть ты и окружен жизнью и красотой, но тебя настолько охватывает боль, что моя безграничная любовь к тебе потеряна, и я хочу утешить тебя сегодня. Я здесь не для того, чтобы винить тебя в чем-либо. Поверь мне, я твой источник прощения, любви, вечной жизни, исцеления и спасения. Если вы чувствуете дыхание божественного ветра, аромат прекрасных цветов, сущность весны, окружающую вас этим утром, знайте наверняка, что время цветения священного цветка близко. Ваш дом наполнится водой с божественной поддержкой, прекрасной. Вас и вашу семью ждет период восстановления. Дорогое мое дитя, поверь мне, потому что я уверяю тебя, что произойдет то, во что ты всегда будешь верить. С уверенностью, что все ваши молитвы будут услышаны во имя Иисуса, я прихожу, чтобы рассказать вам о будущем, обильных благословениях, ясном небе и благословениях, которые наполнят каждый аспект вашей жизни и дома. Вы и ваша семья обретете мир и счастье. Все, что я говорю, исходит от тех, кто верит в меня, следует моему учению и надеется на благословение. Все, о чем я прошу, это настойчивость и терпение, потому что, если для появления новой жизни потребуется 9 месяцев, она должна найти плодородную почву, чтобы прорасти и вырасти, прежде чем семена прорастут и зацветут. Благословения также драгоценны и могущественны, и для их проявления требуется время. Все должно быть для твоего блага, и я знаю, ты это понимаешь. Не расстраивайтесь, оставьте текущую ситуацию позади, примите перемены, двигайтесь вперед шаг за шагом и смотрите в будущее. Это все для вашего блага. Моя цель – окружить вас людьми и ресурсами, которые помогут вам процветать. Если вы пойдете со мной, это означает, что никто не сможет доминировать, судить или осуждать вас, потому что я буду вашим защитником. Молитва – это язык сердца, который достигает ушей Бога. А мое дорогое дитя, если бы ты мог подумать своими духовными глазами о легионах небес, охраняющих тебя. Визуализируйте мой божественный свет, освещающий ваш путь, пока ваши враги отступают. Если ты увидишь вокруг себя, что небеса и земля движутся в твою пользу, я вскоре открою в своих снах прекрасные чудеса, чтобы ты смог ощутить кусочек рая на земле. Я могу переместить всю Вселенную с твоим благословением. Таково мое отношение, когда я вижу веру такую же реальную, как и ты, полностью преданную мне, любящую меня всем своим разумом и душой. Мне нравится твоя смелая вера в это. Я отвечу ему: «А сладкие уста, я слышу, как ты говоришь: дорогой Иисус, я тоже тебя люблю». Я хочу услышать, как ты говоришь: «Поверь мне, все будет хорошо». Вас ждут хорошие новости, и они скоро придут. Моя сила видна. Для тех, кто доверяет мне с простотой и искренностью, если вы доверяете мне в своем сердце и не теряете веры, то, когда вы используете мои слова и провозглашаете Христа с верой, это укрепит вас. Я могу достичь всего, и вы достигнете этого. Никогда не потерпеть поражение. Я прошу вас сейчас обратить внимание и слушать всем сердцем. Когда вы ищете меня утром,
я ищу вашего счастья и вижу для вас будущее, полное мира и божественного успеха. Желаю вашей семье быть свободной от скандалов, раздоров и разводов. В твоем нежном, чистом сердце я могу творить много чудес, потому что я то состояние, в котором ты хочешь жить. Вы увидите, как ваши неискренние противники и друзья, те, кто смеется над вами, те, кто думает, что они умны, но всегда колеблются, те, кто думает, что они умны, но их высмеивают, те, кто думает, что они богаты и обеспечены, но живут хорошо, споткнется перед вами. Духовное опустошение и депрессия, охваченная завистью. Мои благословения всегда будут с вами, но вы столкнетесь с сопротивлением. Некоторые люди будут сопротивляться и критиковать вас, но помните об этом и запишите это в своем сердце, не бойтесь. Они гордятся своими недостатками и делают себя никчемными, полными греха, но внешне кажутся совершенными. Ты моя дочь, мой сын, ничто и никто не может пойти против тебя, потому что я твой. Вы не одиноки, вы не верите в Бога, созданного вашим воображением, я настоящий, могущественный и великий Бог. Моя любовь реальна, и я показал тебе все, что мог, так что не угрожай, не лги, не плачь и не отчаивайся. Я с тобой и избавлю тебя от нападок зла, от опасности, от нужды, от смерти и от болезней. Поговорите с Богом и найдите утешение даже в самые неуверенные моменты. Мои слова тверды. Примите благословения, которые я предлагаю, и подтвердите свою веру в меня. Я очень ценю тебя и сегодня хочу показать тебе, насколько сильна моя любовь к тебе. Поймите искренность этой любви в вашем сердце. Обратите внимание на все линии и отметки, которыми я постарался вас удивить и привлечь ваше внимание. Однако знайте, что есть люди, которые завидуют вашему внутреннему миру. Они жаждут вашей внутренней силы и пытаются лишить вас дарованных вам благословений. Им не нужно ваше счастье, сила вашей веры, ваш образ жизни. Они угрожают своими злыми намерениями. Они будут побеждены еще до того, как встретятся с вами, потому что они будут знать, что я люблю вас и что я ваш защитник. Их стратегия – посеять сомнения и выступить с необоснованными угрозами в ваш адрес. Они соберутся вокруг вас, попытаются убедить вас, что вы не правы, говоря «нет» любви, поставят под сомнение вашу значимость для меня и предполагают, что ваши проблемы не имеют смысла и судьбы. Однако с того момента, как вы открыли глаза, ваш дух узнал правду. Ты поймешь и почувствуешь, что моя любовь окружает тебя, укрепляет, воодушевляет, дает силы двигаться вперед, бороться и одерживать победу за победой. Ты мой ребенок, даже если буря обрушит горы, я позабочусь о тебе. Это верно. Пусть земля содрогнется и раскроется перед вами. Поверь мне, поверь в мою любовь. Найдите уверенность в моих обещаниях и доверьтесь моей целительной силе. Я тот, кто разжигает вашу страсть к жизни, рассеивает отчаяние и зажигает огонь, который пробуждает вашу любовь к своей семье. Избегайте лжи, будьте честны с людьми, которые вам доверяют. Избегайте вредных мыслей и храните разрушительные тайны. Я твой Отец, твой Бог, и моя любовь выражается через невероятную возможность, которую я даю тебе сейчас. Я люблю его, несмотря на его недостатки, и продолжаю благословлять его, несмотря на его недостатки. Сейчас настало время перемен.
перехода от веры к свободе. Это сообщение предназначено только для вас. Почувствуй мою любовь сегодня, вернись завтра, потому что мне есть чем поделиться. Знай, тебя ждут великие дела, и я хочу, чтобы ты поверил в свои силы в трудную минуту. Я знаю, что вы устали и ваш дух истощен, но я призываю вас продолжать, потому что близка новая эра мира. Оставайтесь сильными в своих убеждениях, продолжайте упорно бороться для достижения своих целей и получайте ответы на свои молитвы. Сейчас не время сдаваться или сдаваться. Не отдавайте свое счастье врагам, которые противостоят вашим благословениям. Я знаю всю твою веру, мужество и силу в твоем сердце. Вы достигнете места, где армия ангелов-воинов готова поддержать вас в продолжающейся битве. Великие благословения, бесконечное счастье и чудеса уже в пути. Они несут с собой обязанности, которые приносят радость, а не бремя. Вы победите и вскоре достигнете мест, которые когда-то казались далекими. Мой план – перенести вас в новую среду, в окружении хороших людей, мира, отсутствия долгов и великих целей, которые вскоре станут частью вашей жизни. Примите эти дары с верой, радостью и надеждой, даже если вы их еще не видите и не чувствуете. Продолжайте счастливо бороться за свои мечты, пока они не сбудутся. Я верю тебе. Знай, что это не случайно. Мой любимый ребенок, которого я давно выбрала. Если ты все еще что-то скрываешь от меня, расскажи об этом сегодня. Нет никакого оправдания или оправдания, которое помешает тебе получить мою любовь и прощение. Я хочу благословить тебя, даже ты не можешь с этим поделать. Своей любовью к тебе я устраняю все препятствия, которые ты пытаешься встать на моем пути. Я послал свое слово, чтобы оно исполнилось в вашей жизни, и оно не вернется ко мне пустым, но принесет плод и чудо, победу и радость. Я открою тебе невероятную вещь. Как только ты это поймешь, ты никогда не сможешь отпустить эту великую любовь. Я люблю тебя сегодня. Ты почувствуешь тепло этой любви, осознав, что мои планы на тебя идеальны. Многие годы я с любовью наблюдал за твоей жизнью, чувствовал каждое биение твоего сердца и слышал каждый твой вздох. Я всегда рядом с тобой при любых обстоятельствах. Моя любовь к тебе остается постоянной и безусловной, потому что никогда не наступит момент, когда я перестану быть частью тебя. Никакая неудача или ошибка не могут уменьшить мою любовь и привязанность к тебе. Вера – это ключ, открывающий дверь надежде. Независимо от того, с кем я нахожусь, ты всегда рядом со мной в каждый момент твоего путешествия. Я вижу твою внутреннюю борьбу, твою тайную битву, твой страх, твое молчаливое страдание. Я праздную каждую мысль, которая приходит вам в голову, каждую слезу, которая падает из ваших глаз, каждую улыбку, которую вы разделяете, каждое препятствие, которое вы преодолеваете, и каждую победу. Я был там, чтобы засвидетельствовать все это. Мое сердце всегда сочувствует тебе и наполняется радостью, наблюдая, как ты растешь и развиваешься. Твое счастье мое и твоя боль моя. Когда вам грустно, я здесь, чтобы утешить и поддержать. Поэтому сегодня я хочу, чтобы ты понял, от моей любви нечего скрывать. Даже в самые мрачные часы о тебе нет такого секрета, которого бы я не знал. Я всегда буду здесь, чтобы осветить ваш путь своим светом
и направить вас к истине и спасению. Я буду крепко держать тебя, когда ты будешь слаб, и никогда не оставлю тебя беспомощным. Я дам тебе силу могучего быка. Когда тьма окружит тебя, знай, что моя любовь будет подобна свету, какой бы глубокой ни была пропасть, она тебя найдет. Как пастырь ищет неустанно, так и я буду искать тебя бесконечно, и я верну твое потерянное сердце в теплые объятия моей любви. Никакое расстояние не является слишком большим. Нет непреодолимого препятствия, потому что моя любовь выходит за пределы неба и достигает концов Вселенной. Поэтому сегодня я хочу, чтобы ты полностью поверил в мою безусловную любовь к тебе, зная, что мои благословения всегда будут с тобой. Я буду щедр на свои дары и милость, осыпая вас своей помощью и защитой на протяжении всей вашей жизни. Моя сильная рука защитит тебя в трудную минуту и поддержит в трудную минуту. Даже если ты споткнешься, я здесь, чтобы поднять тебя и дать тебе силы, необходимые для продолжения пути. Вы никогда не будете одни. Я обещаю сдержать свое обещание. Мое присутствие в твоей жизни окутает тебя, как плащ, и принесет утешение в самые мрачные моменты. Все, о чем я прошу, это полностью доверять мне, зная, что я буду служить тебе в твоей жизни ради твоего вечного блага. Помните, что мой план для вас – это процветание и надежда, стремление к вашему благу во всем. Я никогда не оставлю тебя в поисках твоей божественной судьбы, даже если ты не чувствуешь моего присутствия, я всегда буду с тобой, потому что моя любовь постоянна и вечна. Всегда помни, что ты мое самое драгоценное сокровище, и ничто в этом мире не может отделить тебя от моей бесконечной любви. Стойте твердо и двигайтесь вперед, будьте примером для других, любя так, как я люблю вас, помогая нуждающимся и делясь своей любовью со всеми, кого встречаете. Прояви мою любовь со всей добротой и добротой, потому что моя любовь проявляется, когда ты даешь. Будьте благодарны за благословения, которые вы получили, и за благословения, которые ждут вас каждый день. Всегда помни, что все, чем ты являешься, и все, чем ты являешься, пришло мне в дар. Признавайте мое присутствие во всем, что вы делаете, и я поведу вас, чтобы вы стали благословением для других. Пусть сегодня твое сердце будет открыто моей любви, и ты найдешь в себе силы преодолеть любые испытания. Люби жизнь, которую я даю тебе, и цени каждое мгновение как драгоценный дар. Каждый день – это возможность наполниться любовью, прощением и мудростью, оказать положительное влияние на жизнь других и продемонстрировать свою преданность мне своими действиями и мыслями. Знай, что я буду с тобой навсегда, до скончания веков. Комментарий. Божья любовь – это топливо, которое поддерживает меня. А Господь, милостивый и милосердный, помолимся сейчас. Мы возносим к вам наше сердце в этот святой момент. Ты Бог, который слышит крики страдающих, знает каждую слезу, каждый вздох. Среди жизненных испытаний и невзгод мы находим утешение в вашем любящем присутствии. Ты наша непоколебимая гора, наша крепость в отчаянии. Мы ищем прибежище у Тебя, Господь. Мы знаем, что не одиноки в своих трудностях, потому что Ты всегда с нами, даже когда дорога кажется темной и трудной, Твой свет сияет и ведет нас к надежде и миру. Небесный Отец, мы просим Тебя услышать наш крик сегодня.
Мы просим утешения для разбитых сердцем, исцеления для больных и немощных, и силы для утомленных и слабых. Ты Бог, превращающий печаль в танец, вытирающий слезы и дарующий радость. Пусть Твоя обильная милость достигнет нас в это время, и пусть мы почувствуем Твое утешение во всех наших трудностях. Господь, дай мне веру доверять Тебе, даже когда дуют ветры невзгод. Помогите нам твердо сдержать свое обещание любви и заботы, ведь Вы – наша поддержка во всех обстоятельствах. Пусть каждый печальный вздох превратится в горячую молитву, и пусть каждая слеза станет свидетельством нашей веры в Тебя. Пусть наша вера укрепится среди испытаний, Господи, и утешится уверенностью, что Ты нас слышишь. Да пребудет с нами Ваше милосердие, и да будем мы орудиями Вашего мира и утешения. Даже посреди жизненных бурь мы можем с уверенностью сказать: Бог слышит крики страждущих. Мы знаем, Господи, что Ты всегда с нами, даже когда нас окружает мрак беды. Ты — свет, освещающий наш путь и рассеивающий тени отчаяния. Помоги нам поверить в Твое обещание, что Ты никогда не оставишь нас, даже в самые мрачные моменты нашего пути. В это время, Господи, мы хотим вспомнить тех, кто находится в великой скорби, для тех, кто болен. Мы просим Твоего исцеления и выздоровления для тех, кто потерян и в отчаянии. Мы просим Твоего руководства и утешения для тех, кого преследовали. Мы просим Вашей справедливости и искупления. Господи, услышь крики страждущих людей и даруй им мир и утешение. Господь, укрепи нас, чтобы мы были инструментами Твоей благодати и любви в этом мире, и позволь нам достигать нуждающихся, разделяя любовь, которую мы получаем от Тебя. Дай нам мудрость действовать с состраданием и смелостью, чтобы противостоять вызовам, с которыми мы сталкиваемся. Пусть каждое слово в этой молитве станет бальзамом для израненных душ и принесет надежду и обновление. Благодаря силе Вашего присутствия мы сможем преодолеть все трудности и стать сильнее и выносливее. Пусть наше свидетельство о вере вдохновит других искать утешение у Тебя, а Боже слышит плач страждущих. А тех, кто страдает, и пошлет им мир и утешение. Господь, укрепи нас, чтобы мы были орудиями Твоей благодати и любви в этом мире. Давайте поделимся любовью, которую мы получаем от Вас, и протянем руку помощи тем, кто в ней нуждается. Дай нам мудрость действовать с состраданием и смелостью, чтобы противостоять вызовам, с которыми мы сталкиваемся. Пусть каждое слово в этой молитве станет бальзамом для израненных душ и принесет надежду и обновление. Благодаря силе Вашего присутствия мы преодолеем все трудности и станем сильнее и выносливее. Пусть свидетельство нашей веры вдохновит других искать утешение у Тебя, а Боже, слышимый плач страждущих. Мы, Отец наш Небесный, помним слова псалмопевца: «Услышь, Господи, молитву мою и вопль мой». Как псалмопевец был утешен Твоим ответом, так и мы верим, что, как бы нам ни было больно, мы послушаем Тебя. Вы всегда готовы оказать свою помощь в спасении и восстановлении. А милосердный Боже, исцели разбитые сердца и успокой сметенные умы. Пусть Ваше присутствие будет реальным среди хаоса и смятения, устраняя все печали и принося мир. Отец, дай нам мудрости и смелости принять Твою суверенную волю и понять Твои мысли. Господи, ходатайствуй за тех, кто не способен взывать о себе, за тех, кто угнетен и маргинален, за тех, кто беспомощен и бессилен.
Мы выражаем нашу солидарность. Пусть ваша справедливость победит несправедливость, а ваш свет рассеет тьму, которая преследует этот мир. Пусть это, Господи, вознесется на небеса, как сладкое благоухание пред Тобою. Пусть наша вера укрепится, а наша надежда обновится, если мы будем с верой ждать ваших добрых ответов. Даже в самые трудные времена мы можем с уверенностью сказать: Бог слышит крик страждущих. Посмотри, Небесный Отец, на своих детей, которые сейчас страдают. Больным мы молимся за ваше исцеление и выздоровление. Мы просим вашей поддержки и защиты беспомощных. Для тех, кто в беде, мы просим утешения и мира, превосходящего всякое понимание. Дорогой Божией, не забудь, что в Тебе мы обретаем надежное прибежище и непоколебимую силу. Пусть каждое слово этой молитвы будет как искренняя и торжественная просьба, как сладкое благоухание в ваших ушах. Пусть наша вера укрепится, а наша надежда обновится, пока мы ожидаем вашего милостивого ответа. Даже в самые мрачные моменты мы утешаемся, зная, что Ты – Бог, который слышит крики тех, кто страдает. Пусть Твоя бесконечная любовь окружит нас, как защитная одежда, и пусть мир, превосходящий всякое понимание, охраняет наше сердце и умы в Иисусе Христе. Мы молимся Твоим драгоценным именем, верим, что Ты наша защита и сила, наша помощь в это трудное время. Когда наступают жизненные бури, когда перед нашими глазами сгущаются темные тучи, когда боль становится невыносимой, мы не забываем, что Ты – маяк, направляющий наши шаги, крепкая скала, поддерживающая нас. А Господь, укрепи нас утешением и обнови нашу надежду на лучшие дни. А Небесный Отец, посмотри на своих детей, которые прямо сейчас взывают о Твоей помощи. Мы просим исцеления и помощи больным. Мы просим Тебя о поддержке беспомощных. Для тех, кто страдает, мы просим мира, превосходящего всякое понимание. Господь, помни, что в Тебе мы находим терпение и веру, чтобы справиться с любым испытанием, встающим на нашем пути. Пусть каждое слово этой молитвы звучит в ваших ушах, как нежно благоухающий фимиам, искренняя и горячая молитва. Пусть наша вера в Твою доброту и верность укрепляется во все времена, и пусть мы утешаемся уверенностью в том, что Ты – Бог, который слышит крики тех, кто страдает. Пусть Твоя обильная благодать окружит нас, как защитное одеяло, и пусть мир, превосходящий всякое понимание, охраняет наше сердце и умы в Иисусе Христе. Во Твое могучее и славное имя мы молимся, веря, что Ты тот, кто всегда поддерживает и укрепляет нас. Господь, мы помним тех во всем мире, кто сталкивается с трудностями и страданиями. За тех, кто болен, мы молимся о вашем выздоровлении и выздоровлении. Мы просим Тебя о пропитании и пропитании для бедных. Мы просим справедливости и вашего вмешательства против тех, кто сталкивается с несправедливостью. Господи, услышь плач страждущих и пошли им свою спасительную благодать. Господь, укрепи нас своим светом и любовью. Пусть в окружающей нас тьме наши слова и действия отражают ваше сострадание и щедрость по отношению к нуждающимся. Дай нам мудрость, чтобы понять возможности служения и смелость действовать от имени тех, кто пострадал. Каждое слово в этой молитве. Каким бы замечательным это ни казалось, я буду рядом, чтобы помочь вам подняться на эту гору. Укрепив ваш дух, я смогу вывести вас на более высокий несветский уровень. Сегодня вы должны это понять,
мои желания не должны сравниваться с желаниями других людей. Не позволяйте трудностям, с которыми вы сталкиваетесь, заставить вас усомниться в своей самооценке. Из-за твоего несчастья мое наказание больше не является разовым. Теперь вы должны увидеть степень моей доброты. В этот момент мое прощение не уникально. Теперь я хочу знать, думаешь ли ты обо мне или нет, моя дорогая. Если вы доверяете мне, я дам вам силы встать, вести достойную борьбу, выполнять свою работу и оставаться на правильном пути. Вы справились с этой ситуацией спокойно, и я знаю, что для вас это было трудно. Но сейчас я окутаю тебя своей любовью, осушу твои слезы и дам живой воды. Энергия наполняет ваше тело, заряжает энергией ваш разум и питает ваш дух. Несмотря на ваши недавние трудности, у вас есть основания быть сильными, зная, что моя благодать укрепит вас. Даже несмотря на то, что враг каждый день пытается настроить вас против вас и ищет способы свергнуть вас, вы можете чувствовать себя спокойно, потому что проблема со временем исчезнет. Помни, что я люблю тебя все время, и моя любовь наполнит тебя бесконечно и сотрет любые тревоги, любой стресс, который ты можешь испытывать. Я могу сделать это легко, ты не должен умереть, ибо я подниму мою руку, и моя милость выведет тебя из бури неуверенности. Когда вы плывете против могущественных сил, я пошлю своих ангелов, чтобы укрепить пальцы ваших ног и не дать вам утонуть. Когда вы сражаетесь, небесные армии будут на вашей стороне. Я преодолею ваши заботы и врагов своей силой и дал вам особые благословения. Возможно, я обновил твои силы, и момент твоей победы уже близок. Поднимитесь, начните с земли и дотянитесь до звезд. Ваша победа принадлежит вам благодаря непоколебимой вере. Итак, пусть эхо победы звучит радостью. Я клянусь увеличить благословение в вашей жизни, когда вы получите послание, знаменующее начало новой главы. Сегодня вы вступаете в жизнь, полную чудес и чудес, написанную силой моей крови и запечатанную моим воскресением. Примиряйтесь с каждым словом. Эти слова призваны смыть ваше прошлое и печаль, раскрыть прекрасный заряд внутри вас и удивительную судьбу, которая вас ждет. Согласись с моей любовью, встречая этот день мужественно и решительно. Я не могу позволить тебе упасть, я помогу тебе. Я чувствую, что ты устал и очень грустен. Я слышу твои тихие крики о помощи, когда ты чувствуешь, что не можешь идти дальше. Я слышал твои крики, когда ты хотел отказаться от жизни и молча просить о помощи, не желая, чтобы другие знали о твоих страданиях. Это великое дело прийти ко мне с верой, оставшейся в вашем сердце, и я многое сделаю для вас. Узнайте о моей энергии и любви. Страх больше не причиняет вам вреда, и арена больше не причиняет вам вреда. Вот почему я говорю, ищите безопасность. Безопасное убежище, прощение, защита, освобождение и исцеление – мой выбор. Я считаю, что индивидуальный план для вас находится в пределах ваших возможностей. Это ваше право быть счастливым, осуществлять свои мечты и иметь больше денег. Когда вы сосредотачиваетесь на этих ободряющих высказываниях или изучаете их, я даю вам силы преодолеть любые препятствия, и мой мир окружает вашу душу. Помни меня, прими мою любовь и попроси моей помощи, потому что это всегда твой выбор.
Мое видение выходит за рамки того, что могут воспринимать ваши чувства, и я готовлю для вас чудесные сюрпризы, которые не могут постичь ваше сердце. Я должен относиться к тебе хорошо. С какими бы жизненными трудностями вы ни столкнулись, вы жизнерадостны, сильны и готовы их преодолеть. Вы должны позволить своему разуму сосредоточиться на концепции успеха и победы, но игнорировать негативные мысли и страхи, которые пытаются вас сбить с толку. Не бойтесь больше, я и враг можем застрелить вас стрелами, чтобы отвлечь вас от направления, в котором я иду. Я более великая сила, чем нападавший на тебя. Несмотря на его агрессивный потенциал роста, я бы поискал способы занять ваши проценты. Но я хочу помочь тебе преодолеть семейные проблемы, которые вызывают у тебя стресс. Скоро вы будете иметь со мной дело, поскольку я буду создавать удивительные вещи. Вы позволите мне вести вас. Моя сила, вероятно, восстановит твою, несмотря на многочисленные атаки. Я очень благодарен за ваше терпение, вы пострадали несправедливо, но я могу благословить вас. Вы должны игнорировать людей, которые пытаются вас раздражать. Вам повезет услышать фразы и понятия, которые еще никто никогда не говорил. Продолжайте быть твердыми в своей решимости сосредоточиться. Некоторые люди завидуют вашему успеху, пытаются вас унизить и воспользоваться вами. Даже если на тебя клевещут, ты остаешься тверд в своей вере. Я рад, что вы нашли способ торопливо обсуждать некоторые темы, игнорируя при этом язык, который используют ваши оппоненты, чтобы нападать на вас. Зависть мешает другим видеть доброту, которую вы излучаете. Они так воодушевлены моим участием в вашей жизни и решениями, которые я принимаю дома, что не могут спать по ночам. Будьте уверены, вы сможете найти утешение в принятии себя и покое, даже если нетренированные глаза попытаются уснуть. Я защищу ваш образ жизни, ваших близких, ваш дом, ваши развлечения. Когда я общаюсь с ними, я могу заставить их расслабиться и сосредоточить их внимание на других вещах. Быть беспомощным даже в малейшем вопросе – это, в конце концов, разменная монета. Их дома были разрушены, потому что они игнорировали мою любовь и слово. Я пытался помочь им, предоставляя консультации, но они проигнорировали меня, и результат стал еще хуже. Но ты предпочитаешь изучать меня, потому что знаешь, что у меня есть ключ ко всем твоим проблемам. Предоставьте все моей воле, без колебаний доверьтесь моим словам. Скажите своим близким, что я тоже рад благословить их, помолитесь за них и попросите их помнить обо мне среди всех интересных занятий. После того, как я заговорю, те, кто по-настоящему меня понимает, услышат мой голос. Они внимательно слушают и понимают, что я говорю. Я хочу, чтобы эти слова нашли отклик в вашем собственном доме. Даже если кто-то из членов вашей семьи сомневается или высмеивает вас, продолжайте идти. Следуйте за ними, встречайте их с добротой и силой, молитесь за них, любите их и вносите свой вклад. Я могу получить доступ к их душам одну за другой, позволяя мне войти в их жизнь, пока они ищут искупления. Следите за бесцельными и беспомощными младенцами. Враг хочет поймать в ловушку их уязвимые сердца. Люди, которых вы любите, даже ваши дети, могут стать жертвами ловушек, расставленных этим миром у вас на заднем дворе. Новое поколение уверенных в себе бойцов,
смелых личностей поднимается и уверенно провозглашает чудеса своего будущего. Я призываю их уделять все внимание своей религии и образованию и не давать им мобильных наград. Я помазываю вас всех моим Святым Духом, у некоторых из вас будут видения. Ваши мечты и стремления будут вдохновлять будущие поколения, когда вы будете делиться Евангелием. Я могу сделать это исцеляющим и утешающим для слабых и придающим силы. Покажите свою заботу, позволив каждому, кто заблудился и заблудился во тьме, почувствовать ваше сердце. Теперь я хочу поговорить с вами от всего сердца так, чтобы это нас связало. Не позволяйте страху, которого вы хотите избежать, остановить вас. Признание того, что я есть Бог и Бог, является важным первым шагом. Прежде чем приступить к своему делу, даже если дьявол против вас, помолитесь мне. Поверьте, я защищу вас и принесу успех в ваших начинаниях. Оказавшись за пределами этого мира, вы слишком боитесь следовать своим похотям и желаниям. Но сейчас я дам тебе мудрость и возможность ставить цели и строить вокруг них свою жизнь. Умением добиваться поставленных целей вы сможете принести пользу не только себе, но и своим близким. Я здесь, чтобы направлять, очищать и обучать, чтобы не повторять ошибок прошлого. Моя любовь к тебе бесконечна, так что покойся с миром. Я стремлюсь изменить вашу жизнь, обогатить и поддержать вас, всегда рядом с вами. Я гарантирую жизнь, полную красивых побед со мной на каждом этапе пути. Ваша ценность для меня неизмерима. Если ты пойдешь со мной, будешь слушаться меня и любить меня, я смогу дать тебе еще большие благословения. Протягиваю руку, чтобы спасти тебя из бездонной ямы, вырытой жизненными проблемами. Пришло время прекратить страдания и свернуть с пути страданий. Недавно я излил вам свою любовь, принеся вам глубокий покой, который вам нужен, чтобы двигаться вперед и наслаждаться своим путешествием. Пусть ваша вера приведет вас к месту, где в вашей жизни могут произойти чудесные изменения. Примите новые начинания без стыда и сожаления, почувствуйте мою любовь и поддержку в своем сердце. Простите, как вас простили. Ты моя сущность. Давайте начнем инновационную жизнь вместе. Прямо сейчас я помогу тебе. Любовь и радость, которые я приношу вам, это драгоценные подарки. Вы заслуживаете жизни, наполненной добром, знаниями и изобилием. Даже в личных вопросах я обещаю быть рядом с тобой и обеспечивать тебя. Не нужно беспокоиться, я принимаю твою жизнь и твою семью. Я посылаю настоящую любовь, чтобы поддержать вас и защитить. То, что казалось вечностью, пролетело в мгновение ока. Радость сменяет печаль. В самые мрачные моменты я здесь, чтобы помочь вам изменить свой взгляд на вещи, которые вас расстраивают. Во время стресса избегайте самоуничижения и негативных чувств по отношению к другим. Выбирайте прощение и избегайте клеветы. Я хочу, чтобы твое сердце было открыто и наполнено моей любовью, что увеличит твою силу и устойчивость к негативу. С обновленным сердцем и моими словами, написанными в вашей душе, избегите эмоциональной тьмы. Помните, выбор за вами, но я хочу, чтобы вы были полностью свободны. Откройте благословенный мир, слушая мои слова и следуя моим указаниям.
Ваша семья и образ жизни претерпевают огромные изменения. Держите эти слова, мои благословения тебе. Даже если вы разочарованы или не уверены, поднимите руки, потому что ваша вера принесла победу. С добротой и состраданием вы будете приняты как любимое дитя всемогущего Бога. Вспомните великие победы, которых вы достигли в прошлом, когда преодолевали трудные испытания и выходили победителями. Когда я с вами, вы сможете подняться выше и добиться успеха с большей силой. Не поддавайтесь врагам или людям, которые нарушают покой вашей семьи. Сражайтесь с ними насмерть в ответ на мое святое повеление. Когда вам грустно, дистанцируйтесь от людей, чьи слова или действия причинили вам боль. Защитите своих близких и избегайте плохих парней. Не доверяйте тем, кто причинил вам боль. По мере приближения бури стремитесь к ясности и избегайте насилия ради своих детей. Я могу дать тебе то, что тебе нужно, так что отпусти зло и страх. Оставайтесь в безопасности, когда ветры отчаяния приносят тьму. Мои слова внушают страх, настойчивы, осмеливаются мечтать о многом и идти на риск. Присоединяйтесь ко мне, когда восходит солнце, почувствуйте исходящую от него любовь, знак того фантастического, чего я желаю для вашей жизни. Поверьте мне, потому что я могу дать вам первоклассную силу в вашей жизни. Когда гордость возвращается, стыд исчезает. Пожалуйста, помогите мне распространить это сообщение, чтобы больше людей могли получить пользу от этого сообщения. Ваша религия дала вам в сердце любить естественно и просто. Погрузитесь в уникальную и удивительную тему. Отпустите свое бремя и научитесь доверять. Я буду здесь, чтобы оказать помощь и быть сочувствующим ухом в долине теней и слез. Помните, я был с вами в пустыне, где страх овладел вашей душой. Столкнуться с болезненными воспоминаниями может быть сложно, но говорите страстно, усердно работайте и выражайте свою благодарность. Верьте, что любовь не покидает вас, ты ценен. Ваше сердце ждет новых начинаний и омоложения. Важно заботиться обо всем теле, от кожи головы до пальцев ног. Будьте готовы к большому событию, я могу использовать небесное электричество, чтобы коснуться твоих губ, задушив слова, убивающие твою душу. Даже если ты встретишь врагов, помни, что я выбрал тебя. Вы видели чудеса и слышали признание в любви, осознать, насколько ты ценен. Теперь не бойтесь тех, кто бросает вызов моей власти. У меня есть сила остановить ваших преследователей. Мои слова заставят замолчать клеветников, когда они бросают обвинения, которые для вас недоступны, пока вы не отчаетесь. Не слушайте других и не занимайтесь безбожными сплетнями, которые вызывают раздоры в семьях. Если хочешь запятнать свою судьбу, никогда не скрывай правду, не оскорбляй человека, не говори о нем плохо. Избегайте тех, кто приносит в вашу жизнь негатив, это только навредит вашей душе. Мой совет – исцеление и чудеса могут привести вас к внутреннему спокойствию, где вы сможете с благодатью преодолевать жизненные трудности. Мои учения поднимут вам настроение и придадут сил преодолевать трудности. Оставайся со мной, несмотря ни на что, и я дам тебе силы продолжать. Ваша смелость и решимость перед лицом невзгод поистине вдохновляют. Ваша непоколебимая решимость вдохновляет окружающих.
Непредвиденные трудности и препятствия не могут сломить вашу непоколебимую веру в меня и вашу связь с моей душой. Итак, чтобы достичь новых высот в несветской сфере, вы не поверите, что происходит. Пусть наша вера укрепится и наша вера обновится. Пусть наша вера в вашу доброту и веру растет. Найдите покой, зная, что вы Бог, который слышит крики страдающих. Господь, в Твоей бесконечной мудрости Ты знаешь наши страдания и бремя, которое нас тяготит. Ты Господь, который вытирает наши слезы и исцеляет наши глубокие раны. Поэтому мы возлагаем перед Тобой свои страхи, переживания и тревоги, уверенные, что Ты любящий Отец, который слушает нас и относится к нам с несравненной любовью. В это время, Господи, мы направляем наши молитвы на благо тех, кто вокруг нас страдает. Мы просим Тебя исцелять больных. Мы просим у Вас поддержки для тех, кто столкнулся с финансовыми трудностями. Тем, кто разочарован, мы просим сил и энтузиазма. Аллах, услышь крики страждущих и протяни к ним руки милости. Господь, укрепи нас, чтобы мы были инструментами Твоего мира и любви в этом мире, полном боли и страданий. Давайте будем светом, который сияет во тьме, принося надежду и утешение тем, кто в этом больше всего нуждается. Дай нам возможность действовать с состраданием и щедростью, следуя примеру безусловной любви, оставленной Твоим Сыном Иисусом Христом. Пусть каждое слово этой молитвы эхом отзывается вокруг вас, как мягкий аромат, искренняя и торжественная молитва. Мы молимся во имя Иисуса, нашего Спасителя и Ходатая. Аминь. Спасибо, что присоединились к нам в это время молитвы и размышлений. Если это видео тронуло ваше сердце, мы рекомендуем вам подписаться на наш канал, чтобы получать больше такого вдохновляющего контента. Если вы находите здесь покой и уют, не забудьте поставить лайк ниже. Поделитесь этим видео со своими близкими и распространите послание надежды и любви. А чтобы продолжить свое духовное путешествие, посмотрите следующее представленное видео. Пусть Божий свет освещает ваши шаги до следующей молитвы.